Вы смотрите итоговый выпуск новостей на телеканале «Якутия-24». О самых заметных событиях понедельника, 21 сентября, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы. Инфекционный стационар развернут на базе учебного заведения в Якутске. Ситуация с коронавирусом остается напряженной. Классным руководителям с начала учебного года положены дополнительные выплаты. О каких суммах идет речь? Дистанционная форма общения все еще востребована. В Алдане личный прием граждан возобновили в управлении соцзащиты. Власти призывают ужесточить наказание за неосторожное обращение с огнем. Борьба с лесными пожарами продолжается в Якутии. Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» в действии. В Нерюнгри прибыли новые патрульные машины. И ограничительные меры в республике продлены. Однако и послабления вступили в силу. Расскажем, как теперь работают бассейны. Айсен Николаев провел сегодня заседание Совета при главе республики по строительству моста через реку Лена. Открывая совещание в режиме видеоконференц-связи, руководитель республики отметил, что в последнее время многие считают, что в реализации важнейшего проекта еще не решен вопрос финансирования из федерального бюджета. Изучение статуса реализации проекта показывает, что многие вопросы должны решаться исключительно на уровне правительства республики, городского округа город Якутск и Мегино-Кангаласского улуса, сказал Айсен Николаев. Глава подчеркнул, что проект выходит на стадию практической реализации. В Якутии выявили 67 новых случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга Балапкина. Так, в Якутске выявили 31 случай, в Верхневилюйском районе 6, в Среднеколымском 5. По 4 случая зафиксировали в Вилюйском и Хангаласском районах, в Жиганском, Мирнинском, Аймиконском по 3. По одному новому случаю выявили в Верхоянском, Нюрбинском, Сумтарском, Чурапчинском районах. От COVID-19 скончался 1 человек. Ольга Балапкина отметила, что республика принимает все меры для ликвидации очередей при госпитализации. В частности, на базе училища Олимпийского резерва в Якутске развернут инфекционный стационар, где принимаются больные с легкой формой. Я хочу обратиться ко всем пожилым гражданам нашей республики. Пожалуйста, сохраняйте свое здоровье. Достаточно сложно в сегодняшних условиях непосредственно и системе здравоохранения, и врачам. Но количество больных именно пожилых у нас увеличивается. Поэтому я хочу обратиться к детям, к их внукам. Берегите своих пожилых граждан. Пожалуйста, будьте очень аккуратны и в своих контактах, и постарайтесь избегать излишнего общения. Конечно же, хочется всегда рядом находиться с внуками и с детьми. Но очень хочется, чтобы наши родители всегда были здоровыми. Я думаю, что те, кто сегодня у нас лежат в больнице, те родственники, которые и те, кто уже выздоровел. Те, кто лежат в больнице, конечно, я желаю нашим пожилым гражданам выздоровления. А те, кто уже выздоровел, призывайте всех остальных все-таки беречь свое здоровье. Вирус очень коварный. В сложный для отечественной авиаотрасли период пандемии авиакомпания «Якутия» открыла регулярный рейс в Махачкалу. Первый вылет из Москвы в Дагестан выполнил экипаж во главе заместителя летного директора Владимира Колтыпина и командира эскадрильи московского летного подразделения Вадима Шакирова. Репортаж из Внуково наших московских коллег. Амар Амаров – первый пассажир рейса Москва-Махачкала авиакомпании «Якутия». С Якутией Амара связывает не только билет на самолет домой, но и горячая дружба с якутскими борцами. Есть друзья с Якутии, да, много друзей, спортсменов. Я и сам являюсь спортсменом. Представляю свою республику, да, и друзья с Якутии тоже приезжают к нам. В столицу Дагестана якутские воздушные суда летали ровно 7 лет назад. Однако из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы полеты в Махачкалу были отменены. В этом году, несмотря на пандемию, авиакомпания «Якутия» возобновила прямые рейсы из Москвы в Дагестан. Якутия будет летать наравне с Аэрофлотом, Победой, Севен и Ютейр. Мы действительно достойно этот период выдержали. Опять-таки благодаря руководству, благодаря нашим службам по части сети планирования, по части авиационного парка. Кстати, сейчас еще один Боинг возьмем. Я так думаю, дай Господь,
в конце октября 737. Москва-Махачкала – популярные воздушные направления. В этот южный курортный регион еженедельно организовано более 80 воздушных сообщений. Представители Республики Дагестан считают, что новый маршрут авиакомпании «Якутия» позволит развивать внутренний туризм, и якутяне смогут увидеть древнейший город Дербент и отдохнуть на пляжах Каспийского моря. Дагестан, вы знаете, это вообще удивительное место на стыке, в общем-то, Европы и Азии. Тут и горы, и море. И теплое море, высокие горы, есть достаточно хорошие горнолыжные курорты. Ну, есть такой город Дербент, 2000 лет, который посещают многие туристы. Есть Уласский каньон, который превосходит, по-моему, все каньоны в мире. Вот. И по красоте однозначно, и, по-моему, по глубине тоже. Я приглашаю якутян посетить наш край. И я сам с удовольствием тоже посетил бы Якутию, хотя, говорят, там холодно, но люди-то теплые. Туяра Константинова, Джур Березкин, Москва. Педагогам Якутии с 1 сентября положена доплата за классное руководство. Между правительством республики и Минпросвещения России в апреле было подписано соответствующее соглашение. Размер доплаты 5000 рублей, а с учетом районных коэффициентов и северных надбавок для разных зон региона сумма выплат станет значительно больше. В этом году на эти цели предусмотрено 545 миллионов рублей. С учетом районного коэффициента и северной надбавки данная выплата будет составлять усредненно 11 630 рублей. Учитывается районный и северный коэффициент у нас разные по республике, 60% и 40%. То есть 11 тысяч и 12 тысяч будет составлять данная выплата. Школу в селе Талон Ленского района Якутии планируют достроить в следующем году. Новая школа рассчитана на 50 учащихся, детский сад на 15 воспитанников, интернат на 15 человек. Планируется, что жить в нем будут дети из соседнего села Иннялы, где нет образовательных учреждений. Работы ведутся без отставаний по графику, оборудование и материалы завозятся в срок. Стоимость контракта составляет порядка 300 миллионов рублей. Из них 100 миллионов заложены в бюджете района, а завершение строительства намечено на июль 2021 года, говорится в сообщении администрации Ленского района. В рамках федерального проекта «Демография» на территории Якутии стартовала национальная программа профобучения и получения дополнительного профобразования. Это курсы повышения квалификации и получения новой специальности. Основная категория граждан проекта – женщины в декретном отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, женщины, имеющие детей дошкольного возраста, а также пенсионеры и граждане предпенсионного возраста. Срок обучения составляет от 3 до 6 месяцев. Также студентам полагается стипендия. Чтобы принять участие в проекте, необходимо подать заявку в Центре занятости по месту жительства. На данный момент заявки подали более 230 граждан. Часть из них повышает свою квалификацию, а некоторые, осваивают новые специальности. Для граждан старшего поколения, также незанятых женщин, у нас предусмотрена оплата стипендий во время учебы. А для граждан старшего возраста, если они учатся в другой местности, то мы оплачиваем проезд и проживание в период обучения. А в Алдане личный прием граждан возобновлен в управлении соцзащиты. В режиме карантина и самоизоляции работа с получателями услуг велась через интернет. Однако с возобновлением приема дистанционная форма остается востребованной. Какой способ подачи заявлений чаще пользуется спросом и почему, узнала Татьяна Вахнина. Все специалисты в управлении соцзащиты по Алданскому району заняты. И хотя в коридорах посетителей нет, освободятся сотрудницы не скоро. После того, как уйдет один клиент, подойдет второй, согласно записи. В управлении соцзащиты возобновлен личный прием граждан. Во избежание скопления народа прием осуществляется по предварительной записи. На личный прием граждане могут записаться по всем телефонам, которые есть в управлении, также по телефону на горячей линии. Это также можно, в принципе, написать на электронную почту. Напомним, с апреля месяца в рамках ограничительных мер все услуги управлением соцзащиты оказывались дистанционно, посредством сайтов и через электронную почту. С возобновлением личного приема удаленный способ работы с получателями сохранен. В связи с пандемией коронавируса многие услуги переведены в электронный вид и подаются заявителями, гражданами посредством портала государственных услуг и электронной Якутии. Это порядка 30%.
Управление соцзащиты реализует более 70 мер господдержки. Часть услуг по-прежнему оказывается только в дистанционной форме. Так, через сайты или по электронной почте принимаются заявления на начисление выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет. На сегодняшний день у нас поступило порядка 1500 таких заявлений, то есть они все обработаны специалистами и выплаты производятся. Между тем, дистанционное получение услуг удобным нашли не все. Многие получатели предпочитают общаться со специалистами лично. Нередко это связано с отсутствием как интернета, так и пользовательских навыков. Лучше всего сюда прийти и спросить, и тебе лучше объяснять, чем по интернету. Потому что у меня интернета нет, я не пользуюсь, не проще. Личный прием в управлении соцзащиты ведется с соблюдением мер безопасности. Масочный режим остается обязательным. Помещения регулярно обеззараживаются. Татьяна Вахнина, Алдан. Сейчас короткая реклама. Смотрите далее на телеканале «Якутия-24». Власти призывают ужесточить наказание за неосторожное обращение с огнем. Борьба с лесными пожарами продолжается в Якутии. Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» в действии. В Нерюнгри прибыли новые патрульные машины. И ограничительные меры в республике продлены, однако и послабления вступили в силу. Расскажем, как теперь работают бассейны. Мы продолжаем нашу программу. Пожар произошел в двухэтажном жилом доме по улице Жарницкого в столице республики сегодня вечером. Сейчас на месте происшествия работают силы и средства Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Это 10 единиц техники. По предварительным данным, есть один пострадавший. Проводится эвакуация людей. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Также продолжаются работы по тушению 18 лесных пожаров, действующих на территории Лесного фонда республики. Об этом сообщил первый вице-премьер региона Алексей Колодезников. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 900 гектаров в 8 районах. Из них половина возгораний локализована. На тушение пожаров задействовано порядка 400 человек и 90 единиц техники. По словам Алексея Колодезникова, большая часть пожаров – дело человеческих рук. Он также отметил необходимость ужесточения наказания за неосторожное обращение с огнем, вплоть до привлечения виновных к уголовной ответственности. Я обращаюсь к населению, которое идет в лес, которое не умеет обращаться с огнем или специально поджигает. Все-таки нужно ценить наши ресурсы, лесные ресурсы, и ценить труд людей. Это я говорю о том ущербе, который получили сегодня сельчане в части сгоревшего сена. Ну и поручено отдельно усилить работу в части возбуждения уголовных дел, привлечения к административной ответственности органов МВД и МЧС. За 7 месяцев текущего года в Якутске возбуждено более 300 уголовных дел по факту мошенничества с использованием современных средств связи. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики. Примерно половина дел связана со звонками от незнакомцев, которые обманом выуживают у своих жертв конфиденциальные данные. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. С вашего лицевого счета произошло списание денег. Чтобы отменить операцию, необходимый номер вашей банковской карты и код из СМС-сообщения. Таков один из способов обмана дистанционных мошенников. Есть и множество других. Так, жительница Якутска стала жертвой мошенников, пытаясь продать плиту по объявлению. Мне позвонили мошенники и сказали, что звонят с комиссионного магазина «Победа» и хотят купить у меня газовую плиту. Сказали, нужно продиктовать им номер карты. И я им продиктовала номер карты. Затем он сказал, что придет СМС с кодом. И этот код тоже я должна сказать. Итогом стала кража со счета девушки 50 тысяч рублей. В этом году полиция отмечает рост числа подобных преступлений. За 7 месяцев в одном только Якутске возбуждено 321 уголовное дело, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы проводим профилактику среди населения с целью недопущения данных преступлений. Попадается, так скажем, все категории граждан Республики Якутия. Но в последнее время прирост потерпевших, то есть заявителей, это категория граждан от 30 лет даже, можно даже сказать. То есть, получается, злоумышленник звонит с неизвестного номера.
представляет якобы там сотрудником банка, сотрудником магазина, продавцом этого магазина. И, введя в заблуждение, как говорится, создается, как говорится, условия, негативные условия. Зачастую преступниками становятся даже простые граждане. Найдя чужую банковскую карту, ни в коем случае нельзя ею пользоваться. Даже если вы снимаете или тратите самую незначительную сумму, говоря словами следователей, уже появляется состав преступления. Юрий Осипов, Якутск. Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» реализуется в стране уже второй год и направлен на сокращение смертности в результате ДТП. В рамках этого проекта до конца года 50 новых патрульных автомобилей получит Госавтоинспекция Республики. 9 из них уже поступили в Нерюнгри. О том, как изменится работа инспекторов с приходом новой техники. Материал Сергея Козюра. С недавнего времени автопарк Нерюнгринского отделения ГИБДД заметно обновился. И теперь патрулирование улиц города и дорог района проводится на новеньких «Шкода Октавия». Мы заглянули внутрь автомобиля и попросили рассказать, чем оснащена патрульная машина. Оснащенная приборами измерения, такими как тоник для измерения светопропускаемости стекол, визир 2М для измерения скорости транспортных средств и алкотест Драгер 6810 для установления состояния алкогольного опьянения. В данном транспортном средстве установлен видеорегистратор «Патруль Видео», который снимает вид спереди автомобиля, вид сзади автомобиля, также салон автомобиля, что помогает выявить и подтвердить нарушения водителями правил дорожного движения. С обновлением автопарка заметно улучшилась работа инспекторов, что, несомненно, отразится на безопасности дорожного движения. Автомобили отвечают всем современным требованиям, как техническим, так и комфортабельным. Реализация нацпроекта на этом не заканчивается. Помимо технической модернизации Госавтоинспекции Республики, нас ждет и реконструкция автодорог. Сергей Козюра, Вадим Барашков, Захар Головин, Нерюнгри. Северо-Восточный федеральный университет запатентовал способ выращивания клеток лекарственного растения. Кандидат биологических наук Мария Ханды по результатам исследований запатентовала способ получения суспензии из вздутоплодника сибирского, который используется в лекарствах для сердца. В природе вздутоплодник сибирский растет несколько лет. За это время его корни копят в себе тяжелые металлы, из-за чего растение может оказаться небезопасным. При выращивании в лаборатории гарантируется экологическая безопасность растения. Чтобы вырастить клетки, нужен всего месяц. Как рассказала Мария Ханды, этот способ не дешевле, но значительно быстрее и гарантированно экологичный. Порядка 50 безнадзорных лошадей выявили в ходе рейдов в Якутске. Обнаружено 5 табунов от 8 до 10 голов. Многие из них без тавро, служащим отличительным знаком, поэтому установить хозяев в ряде случаев бывает невозможно, сообщил замначальника управления сельского хозяйства столицы Гаврил Барохин. По словам Барохина, хозяевам за ненадлежащее содержание крупных животных могут выписать штраф в размере до 3000 рублей. Сообщается, что на сегодняшний день наложили 2 таких штрафа. Заповедник «Медвежьи острова» в Якутии закупит спецтехнику на 15 миллионов рублей. Об этом сообщил агентству ТАСС Аркадий Семенов, директор национального парка «Ленские столбы», куда заповедник входит как структурное подразделение. Министерством природных ресурсов и экологии России выделены средства на закупку специальной техники в размере 15 миллионов рублей на текущий год. Территория нового заповедника составляет более 800 тысяч гектаров, где климатические условия более суровые и на обычной технике не проехать, приводятся его слова. Он уточнил, что до конца года планируется закупить снегоболотоходы «Трекол». Семенов добавил, что рассматривается объем федерального финансирования для оснащения материально-технической базы заповедника в Нижнеколымском районе Якутии. Фильм «Тыгын-Дархан» покажут в Якутске ко Дню государственности республики. Предпремьерный показ организуют в ДК имени Гагарина, сообщает пресс-служба Минкультуры региона. Показ начнется в 18:00 по якутскому времени и продолжится 2,5 часа. Фильм сняли в рамках подготовки к столетнему юбилею образования Якутской ССР по распоряжению правительства региона. Кинокомпания «Саха-фильм» победила в конкурсе сценариев в 2014 году. Авторы сценария Владимир Кузьмин и Никита Аржаков. Съемки проходили в 11 наслегах республики.
Помимо кинотеатров, постепенно возобновляют свою работу и спортивные объекты Якутии. Так, сегодня свои двери открыли плавательные бассейны, которые из-за пандемии коронавируса были закрыты на протяжении 7 месяцев. COVID-19 внес значительные изменения в работу плавательных объектов. В нюансах разбирался мой коллега Петр Васильев. Пока бассейны открыты исключительно для общего плавания со значительными ограничениями по времени и количеству пребывания людей в воде. Санитарную безопасность посетителей руководство бассейнов гарантирует. Все требования Роспотребнадзора, все у нас готово, и рециркуляторы, и соблюдение дистанции, везде все это стоит. Поэтому мы уже готовы принять наших посетителей. Поэтому я хочу пригласить горожан. У нас все двери открыты, ждем вас в нашем бассейне. Спортивные тренировки пловцов все еще проводятся вне бассейна. В настоящий момент они проводят занятия на стадионах и открытом воздухе, где занимаются общей физической подготовкой. Первые посетители не скрывают восторга от возможности окунуться в воду. Наконец-то он открылся, потому что приходилось спасаться дома, на суше, всякими упражнениями, только именно на суше. Потому что никуда в тренажерный зал не сходишь, на улицу не сходишь, везде все было закрыто. Главным нововведением в работе бассейнов станет обязательная дезинфекция. Ее будут проводить каждые 45 минут, то есть после каждого сеанса. Помимо этого, здесь значительно сократили пропускную способность до 78 человек. Таким образом, на каждой из 20 дорожек, которые вы видите за моей спиной, одновременно могут находиться до 4 человек. Весь обслуживающий персонал, все сотрудники снабжены средствами индивидуальной защиты, такими как масками и перчатками. У всех посетителей на входе обязательно замеряют температуру и обрабатывают руки. Петр Васильев, Владимир Павлов, Якутск. Таким мы увидели понедельник, 21 сентября. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь с нами.